За ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Кристина Якупова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей направляют семьям военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Понимание Министерства труда и социального развития – это в первую очередь это оказание единовременной материальной помощи семьям и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих. Якутия открыла координационный центр в Москве по вопросам поддержки военнослужащих. Считаю, что необходимо соответствующую работу нам организовать также в Ростове-на-Дону. В обязательно порядке с тем, как мы с вами тоже говорили, на свидании, и военнослужащие проходят интервью. Врач Оленёкской центральной районной больницы Назар участвовал в специальной военной операции. Он рассказал нам о работе медиков в окопах. Мы определили наше решение выехать на специальную военную операцию с целью помочь возвращать в строй раненых и больных. 10 лет без газа и света. Жители Садово-огороднического некоммерческого товарищества «Победа» бьют тревогу. В 2021 году мы защитили ППТ, ПМТ газопровода в прошлом году, да, и решили, думали, что уже все, продолжим газификацию. Но, к сожалению, за эти годы прошедшие подрядчик наш, регион Газстрой, утерял проектную документацию, которую пришлось восстанавливать. Саха-академический театр успешно завершил гастроли. Актеры выступили в Санкт-Петербурге, Калмыкии и Москве. Московская публика, конечно, встретила нас очень тепло, радушно, потому что все-таки тема Арктики – это сейчас актуальная самая тема, глобальная тема. И про малочисленных народов тоже для них было смотреть очень интересно. В начале недели Владимир Путин сделал заявление в ответ на взрыв Крымского моста украинской стороной. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Президент подчеркнул, что Украина совершила ряд терактов, 3 против Курской атомной электростанции, подрывая линии электропередач. Президент напомнил также, что по итогам первичных следственных действий взрыв 8 октября на Крымском мосту – это тоже теракт, цель которого – разрушить критически важную гражданскую инфраструктуру страны. Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. По предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Федеральная служба безопасности задержала 8 человек по делу о теракте на Крымском мосту. Организатором является Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, заявили в ФСБ. Следствие установило, что взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом более 22 килограмм и отправлены из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ФСБ, документы на груз были изменены дважды. Также в спецслужбе подчеркнули, что расследование теракта продолжается, а все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. Владимир Путин призвал повысить качество мобилизации. Накануне президент заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение 2 недель завершатся.
Из запланированных 300 тысяч человек мобилизовано 222 тысячи. Путин отметил, что на данный момент 33 тысячи мобилизованных граждан находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Он добавил, что длина линии соприкосновения с Украиной превышает 1000 километров. Охранять ее только силами контрактников невозможно. По этой причине нужно было объявить частичную мобилизацию. Тем временем отсрочку от мобилизации предоставляют отцам, на иждивении которых находится 3 и более детей до 16 лет. Данная мера стала ответом на тысячи обращений россиян о расширении перечня категорий граждан, на которых распространяется отсрочка. Напомним, в России по закону многодетными считаются семьи с 4 и более детьми. А в некоторых регионах, в том числе в Якутии, многодетными считаются семьи с 3 и более детьми. С начала частичной мобилизации руководство республики поднимало вопрос о пересмотре законопроекта, который мог бы позволить отцам 3 и более несовершеннолетних детей получить отсрочку. В республике продолжаются единовременные выплаты семьям военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Выплаты распространяются и на тех, кто попал под частичную мобилизацию, и на тех, кто отправился добровольно. Подробнее о мерах поддержки расскажет Александр Хавренко. Со вторника в республике начались выплаты единовременной материальной помощи для семей мобилизованных и тех, кто на добровольной основе подписал контракт на прохождение военной службы в местах проведения специальной военной операции. В первый день выплат по 200 тысяч рублей получили первые 26 семей. Кроме единовременной выплаты, правительство предоставляет целый комплекс мер поддержки для семей военнослужащих. По линии Министерства труда и социального развития это в первую очередь это оказание единовременной материальной помощи семьям и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих. По линии Министерства образования и науки это целый комплекс мер, это и освобождение от платы за дошкольные образовательные учреждения, бесплатное питание учащимся с 5 по 11 классы, повышенная стипендия для учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений. Государственные органы власти постарались сделать процедуру оформления выплат и мер поддержки максимально доступной и минимизировать количество требуемых документов. Это документ, удостоверяющий личность заявителя, то есть паспорт, реквизиты СНИЛС всех членов семьи, документы, подтверждающие родство. Такими документами могут быть свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и реквизиты лицевого счета. Счет может быть открыт в любом банке. Также с заявлением может обратиться представитель получателя мер. От него требуется доверенность, оформленная в простой письменной форме. Дархан Хогун Ола в отряде добровольцев «Барс» отправился на Украину в марте 2022 года. О том, что добровольцам положены боевые выплаты в 205 тысяч рублей, узнал только когда прибыл в Ростовскую область. Он в апреле после ранения попал в госпиталь, позже был переведен на лечение в Якутск, и уже на родине его ждала хорошая новость. Счет республиканский, по приезду только узнали 200 тысяч от республики. Главе республики, правительство, имеется в виду, благодарна от души, да. Передаем благодарность от всех ребят наших. Все рады. Первые выплаты прошли в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском районах и в городе Якутске. В ближайшее время положенные от республики 200 тысяч получат и семьи в других районах Якутии. Главное, не забыть подать соответствующие документы. Александр Хавренко, Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Также в Якутии назначена специальная стипендия студентам из семей военнослужащих. Размер ее будет составлять 5607 рублей, независимо от успеваемости учащихся. Стипендия является дополнительной. Например, если студент не получает академическую стипендию, то ему все равно будет назначена денежная выплата. Для ее получения необходимо подать заявление в офис МФЦ, представить данные, подтверждающие родство, регистрацию по месту жительства и текущий статус обучающегося. Также студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования могут претендовать на приоритетное заключение договора о целевом обучении. Единый координационный центр по оказанию помощи военнослужащим и их семьям создадут при постпредстве республики в Москве. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
Центр будет взаимодействовать с Министерством обороны и военными частями, координировать деятельность государственных органов власти и муниципалитетов, организует работу по сопровождению раненых, находящихся на лечении в Центральном регионе, а также членами их семей, окажет содействие в поиске без вести пропавших военнослужащих из Республики Саха. Опорные пункты Координационного центра будут организованы в Ростове-на-Дону, Белгороде и Республике Крым. К работе центра присоединятся депутаты Госдумы, сенаторы Федерального собрания от Якутии, а также крупные региональные предприятия. Возглавит Единый координационный центр постпред Андрей Федотов. Считаю, что необходимо доисследующую работу нам организовать также в Ростове-на-Дону. В обязательном порядке, так как мы с вами тоже говорили, у нас и раненые, и военнослужащие проходят через этот регион, так, командование многих частей именно там сосредоточено, соответственно, вот через Ростов работу надо проводить. И необходимо, я считаю, что работу организовать будет в Белгороде и в Республике Крым, где тоже воинские части, где есть большое количество наших земляков, сегодня уже имеется. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем. Герои нашего времени. Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. В основном это истории о тех, кто не сдается и не падает духом, о тех, кто готов на все ради победы над нацизмом и ради мира во всем мире. Нам удалось поговорить с нашим земляком, главным врачом Оленёкской центральной районной больницы Назаром Петровым. Он был на передовой в рамках спецоперации на Украине, с еще 3 коллегами отслужил в качестве бойца с обязанностями медика. Во-первых, мы задали вопрос про ситуацию на Украине. Действительно, те, кто были на передовой, неохотно рассказывают о войне. А тем, кто живет здесь, не хватает достоверной информации. Кто-то просто не верит, кто-то говорит, что это не его война. Наш герой Назар Петров выехал на передовую одним из первых. Как он принял это решение, узнаем от первого лица. Во-первых, я и мой напарник Васильев Сергей Петрович являемся хирургами, специалистами экстренных профессий. А все хирурги, светила хирургии, они прошли через войны. Поэтому нам был интересен военно-полевой опыт. Военно-полевой опыт нам был интересен в плане хирургии. Во-вторых, мы полностью поддерживаем политику и решение Владимира Владимировича Путина. В-третьих, к нам обратилась Ассоциация ветеранов боевых действий, с которыми мы дружим достаточно давно. В-четвертых, материальная составляющая для нас, по крайней мере и меня, и Сергея Петровича, не было вот основной. Мы не ехали туда зарабатывать, мы люди идейные. Вот, все эти 4 фактора определили наше решение выехать на специальную военную операцию с целью помочь возвращать в строй раненых и больных. Вы хирург, но были на передовой, служили в окопах наравне с бойцами. Один из ваших пациентов в общении с нами выразил благодарность вам за спасение руки. Расскажите, пожалуйста, о работе медиков в окопах. В окопах медики наряду с бойцами, со стрелками выполняют боевые задачи. Мы и дежурили ночами в окопах по 3 часа на пулеметном расчете, вслушиваясь, вглядываясь в темноту, чтобы диверсионная разведывательная группа не смогла незаметно пройти и перебить весь отряд, занять наши позиции. Мы держали позиции наравне с нашими братьями, бойцами, со стрелками. Вторая наша обязанность – это непосредственно лечебная деятельность. После приезда на Украину у всех бойцов развелись бронхиты, даже были легкие пневмонии. Потому что пыльца растений, ранее нам неизвестных,
споры от плесневых грибов, которые есть в окопах, подвалах, пыль от разорвавшегося кирпича и звездка. Все это попадает в легкие и вызывает аллергический бронхит с назойливым, очень назойливым кашлем, который сильно-сильно демаскирует позицию. Представляете, ночью сидишь и кашляешь, и тебя слышно за километр. Вот чтобы такого не было, мы ходили и лечили все наши наблюдательные пункты, закрепленные за нами деревни. Яркий пример выполнения врачебного долга наряду с боевыми задачами показал Сергей Петрович Васильев, мой друг и напарник, врач-ортопед-травматолог. Во время стрелкового боя он под обстрелом вытащил с поля боя раненых сослуживцев, бойцов, обеспечил их эвакуацию, показав пример мужества и отваги. В последующем эти тяжелораненые были спасены. Но он не уберег себя и при массивном минометном обстреле из 120-го калибра получил тяжелое ранение. В тыловом госпитале он перенес несколько операций. Вот пример. Пример личного мужества. Наши фельдшеры, два наших фельдшера, они оказывали также помощь медицинскую на поле боя, потому что фельдшер, он так и переводится как полевой врач с немецкого. Ну, если рассказать о себе, то я, как хирург, также выполнял операции малые, наряду с лечением бронхитов и пневмоний, которые являются терапевтической патологией. На Украине такой жаркий и в то же время какой-то влажный климат, когда небольшая ранка превращается в гнойную рану. Да и сами боевые действия предполагают ранение. Не после каждого незначительного ранения солдат желает ехать в госпиталь. Некоторые отказываются прямо, бойцы, ехать в госпиталь. Говорят, лечи нас тут. Ну и приходится лечить. По заминированным тропам бежишь к больному, бежишь аккуратно, смотришь под ноги, потому что может лежать лепесток, которого не было 5 минут назад. Пролетел снаряд минометный, который слышно было только выход, не было прихода. То есть он не взорвался, только вылетел как холостой. А он летит и разбрасывает эти лепестки, которые как... Почему лепесток? Потому что он падает, как лепесток, лист. Ложится на тропу, такой маскировочного цвета, шершавой поверхностью, маленькая активная часть. Не замечая, наступаешь, давление 5 килограмм, он взрывается, и стопы у тебя нету. То есть инвалидизирует. Чтобы не наступить на такой лепесток, идешь осторожно, медленно. А когда идешь медленно, а кроме того, что ты медленный, еще и заметный, у тебя большая сумка медицинская, автомат, пистолет, гранаты, бронежилет, каска, все это тяжелое, медленно идешь. Ты становишься легкой мишенью для снайпера, либо квадрокоптера, который сверху сбрасывает на тебя гранату, ВОК, осколочную. Вот по заминированным тропам, под обстрелами, мы с проводником выдвигались на позицию, которая находится в 3-4 километрах от моей позиции. Добравшись туда, мы выполняли операцию. Вот как раз таки тот, которому я спас руку, который поблагодарил, да, в интервью, он, в общем, я его оперировал якутским ножом. И в это время один из бойцов тайно начал съемку, которую я заметил поздно, что он снимает. Снял вот момент операции, которые просочились в группы добровольцев, бойцов, операции якутским ножом. Почему якутским ножом? У нас, конечно же, были скальпели, инструменты, но мы их берегли на большие крупные полостные операции, чтобы выполнять полостные операции отточенными движениями скальпеля, медицинского, стерильного. А на мелкие, на малые операции, которые вот абсцесс пальца, конечности, да, там, ранка гнойная, руки, живота,
плеча мы скрывали якутскими ножами. Якутскими ножами, потому что якутский нож не уступает в остроте медицинскому скальпелю. Он очень остр. Вскрытие гнойника, удаление гноя, анестезия местная, дренирование, то есть резинку оставляю, чтобы там гной вытекал. И прикрытие антибиотиков таблетированных, палец спасен. И Алексей молодец, стойкий, хороший такой активный боец, всегда жизнерадостный. Алексей, если меня видишь, привет. Выздоровел, у него еще палец сохранился. И сыграл недавно свадьбу. Пользуясь случаем, поздравляю тебя с бракосочетанием. И на днях вылетел по мобилизации, получив повестку с военкомата, обратно на специальную военную операцию. Привет, ребята. Вот такие у нас были медицинские будни. Сейчас идет информационная война, много фейков, внушающих неправду гражданам. В соцсетях распространяется информация о якобы слабом обеспечении бойцов униформой, бронежилетами и оружием, что укомплектованность армии оставляет желать лучшего. Действительно ли это так? Да, к сожалению, лживой пропаганды с начала СВО, когда началось СВО, стало больше. Пропаганда лживая нацелена на дестабилизацию обстановки как в тылу, так и на фронте, чтобы посеять панику. А вот эти действия кому выгодны? Конечно же, противникам, которые могут отправлять фейки, находясь за 1000 километров с вражеской территории через интернет, либо подкупать блогеров, некоторых недобросовестных журналистов, оплачивать им за фейки. Поэтому я призываю граждан не верить в фейков, верить только достоверной информации. Не верьте. В части фейков по поводу снабжения, плохого снабжения, отсутствия бронежилетов, я расскажу на личном примере. Когда я вылетал из Якутии, мне вручили из добровольческого штаба совершенно новую форму. Моего роста, моего размера. А рост у меня высокий. Нестандартно, можно сказать. 182 сантиметра, масса 52. То есть размер 52. Мне здесь сидит эта форма, как улетает. То есть новая подходящая форма. Также жилет-разгрузка для 8 магазинов АК-74, 2 гранат и аптечки. Совершенно все новое. По прибытию близ ленточки, то есть на границу, нам выдали бронежилеты. Мне, например, достался совершенно новый бронежилет с упаковки. Бронежилет «Ратник» 4 класса защиты, который держит пулю СВД винтовки Драгунова калибра 7,62-54. Хороший такой бронежилет новый. Выдали новый пистолет Макарова. Автомат в масле с хорошими прицельными приспособлениями. Штык-нож. Каску. Все это было стреляющим, все работает, взрывается, стреляет метко. Так что по обеспечению плохой формы я не скажу. Все было. Питание, как видите, я человек не худой, ведь я вернулся с фронта. Вот так мы питались. Неплохо. Трехразовое питание. Горячее в том числе. Все это зависит, конечно, от командира. Как командир организует. У нас были ротные хорошие. У нас был повар свой, готовил. Спасибо, Гена, тебе за хорошее питание. Вот. Также нам выдали новые спальники в армии. Мы спали в спальниках, новых личных спальниках. Спальники, питание, униформа, бронежилеты, оружие. Все было хорошее. Так что не верьте фейкам. Кроме того, когда мы вылетели на фронт, глава нашего района, мне и моим землякам, а нас было 5 с нашего района, глава Оленёкского и Янкийского национального района Лена Степановна Иванова поддержала материально и морально наши семьи, за что я очень благодарен Лене Степановне. Спасибо, Лена Степановна, за материальную, ощутимую и моральную, такую хорошую, крепкую поддержку наших семей
военнослужащих. Спасибо. Наши семьи также в эти дни подали заявление и ожидают поддержку по новому указу главы 7 пунктов, начиная от денежного удовольствия до бесплатного питания, а также стипендий для наших детей. Ожидаем эту помощь от главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Что больше всего запомнилось вам и какой момент врезался вам в память больше всего? Запомнилось на войне и позитивное, и негативное. Однажды ранило нашего водителя-механика, такого опытного человека. И я, как человек со своими грузовыми машинами, умеющий чинить, был назначен исполняющий обязанности командира водителя-механика временно, до поиска основного водителя-механика. В один не совсем прекрасный вечер мы проезжали возле деревни, которая подвергалась массированным обстрелам со стороны ВСУ. Деревня украинская, украинцы, пенсионеры, старики, дети, женщины. И по ним работает украинская же артиллерия, минометы. Проезжая на улице, я видел возле разрушенного горящего дома кирпичного плачущую украинку. К сожалению, остановиться я не мог, потому что над нами навис вражеский боевой квадрокоптер. То есть, если бы я остановился, сразу ударами с минометов уничтожил машину и личный состав в машине. Я не мог остановиться. Кого оплакивала эта женщина? Неужели свой новый дом? Скорее всего, нет. Скорее всего, в доме остались ее дети, заживо погребенные, заживо загоревшие от ударов украинскими минометами крупнокалиберными. Ну, по позитивному, от позитивного я могу вспомнить с позитивного то, что было на войне, это, конечно же, боевое братство. Боевое братство – это, говорят, самая крепкая дружба. А братство у нас было многонациональное. Ростовские казаки, русские, тувинцы, буряты, дагестанцы, чеченцы, калмыки, якуты – все бок о бок. Часть молодежи воспитана на западных ценностях рынка. Ощущается дефицит патриотического воспитания. Конечно, во многом виноваты мы, взрослые. Что вы думаете об этом? Как говорил один из наших командиров, у каждого человека есть инстинкт самосохранения, есть страх смерти и страх боли. Но однажды приходится решать. Либо защищаться, либо подвергнуть риску себя, свою семью, свой род, свой народ, свою страну. Каждому нужно будет решить. Защищаться, либо стать жертвой. Нацизм, он как абсцесс, как гнойник, который, если не удалить вовремя, не вскрыть, не вытащить гной из него, не вылечить хирургически, то гной пойдет вверх по конечности, далее в туловище, человек умрет от сепсиса, организм умрет от сепсиса. Так же и с нацизмом надо поступать. Я считаю, что президент страны Владимир Путин принял единственное верное решение. Добровольцы сегодня участвуют в специальной военной операции в той или иной роли. В роли добровольцев, в роли контрактников, в роли мобилизованных и даже в роли ангелов-хранителей, которые своими крыльями сбивают траектории вражеских гранат и мин
которые падают на головы, упали бы на головы нас. То есть нас защищают ангелы. Ветром сдувает гранаты, когда ты сидишь в окопе. И в 1,5 метрах от тебя взрывается. Это не просто так. Может, это твой товарищ, который погиб и превратился в ангела, он своим крылом отбросил эту гранату. Каждому мужчине сегодня уже нужно решить, быть защитником или стать жертвой. Нужно решать. Мы благодарим Назара Иннокентьевича за его историю. Ваша история – это настоящий пример доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Героев должны знать в лицо. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. Победа за нами! Мы продолжаем выпуск программы «День за днем». Установлены сроки закрытия переправ. На сегодняшний день в силу погодных условий и высоких температур работают переправы на участке Якутск-Нижний Бестях, а также в Вилюйской группе Улусов. Между тем, первое закрытие ожидается в Тампонском районе, где ночью столбик термометра опускается ниже нуля. Перевозки речным транспортом на участке Якутск-Нижний Бестях доступны до 20-х чисел октября. В зависимости от ледовых гидрометеорологических условий, которые будут на реках, и паромные переправы прекратить работу. И в ближайшее время тоже ЛОРПом ведем работу, подготовку уже подходных путей. Это Житай-Техтюр, чтобы грузовые перевозки у нас в сопровождении ЛОРПом, ледоколом осуществляли. Спустя 10 лет разбирательств мы вынуждены обратиться к вам, написали в редакцию телеканала жители Сонд Победа-2012. С 2012 года горожане не могут провести газ и свет на территорию товарищества. А в этом году некоторые из них больше не смогут зимовать на отстроенных участках. В проблеме разбиралась Саргалана Неустроева. Вы посмотрите, сколько народу вы обманули. Это те, которые еще пришли. А у нас в основном же на участке те, которые с Улуса. И они не могут просто присутствовать. Вот сколько обманутых людей. А есть, которые уже в мир иной отошли, не дождавшись дома. Вы посмотрите. Так, сегодня заканчиваются все собрания собственников садово-огороднического товарищества «Победа-2012». Женщину, которой с пламенной речью обращаются жители Сонта, члены товарищества обвиняют в мошенничестве. Начиная с 2012 года она, как председатель, получила денежные средства на проведение коммуникаций, однако работы до сих пор не выполнены. Сколько в общей сложности заплатил Сонт за газификацию района? За газификацию и за электрификацию в общей сложности около 70 миллионов. Это в 2016 году я заплатила 300 с лишним тысяч. Вот дай бог 5 лет уже и больше прошло. Я уже заплатила, и время сколько уже прошло. До сих пор у нас ни газа нету. Свет провели тоже с большим трудом, и до сих пор его не закончили, только в 2020 году. Сама Наталья Туралысова, председатель товарищества, свою вину отрицает. Женщина утверждает, над проведением коммуникации она работает до сих пор. Однако строительству газораспределительных сетей помешало обременение. На данном участке запланировано строительство железной дороги. В 2014 году мы, заказав проект газопровода, согласовали, все согласования были получены, включая Сахатранснефтегаз, архитектура там и так далее, да, агентство земельных отношений. Но задним числом, я не понимаю как, конечно же, были проведены публичные слушания, и земельные участки, находящиеся в Сатале 9-10 квартал, попали под обременение РЖД. В 2020 году, со слов Натальи, обременение республики было снято. Работы продолжились, однако вдруг снова возникли непредвиденные обстоятельства, влияющие на газификацию района. В 2021 году мы защитили ППТ ПМТ газопровода в прошлом году, да, и решили, думали, что уже все, продолжим газификацию.
Но, к сожалению, за эти годы прошедшие подрядчик наш, регион Газстрой, утерял проектную документацию, которую пришлось восстанавливать. Восстановили только зимой, вот в 2022 году, в начале 2022 года. Затем восстанавливали тех условия. В общем, 10 лет строительству газопровода через Сонд «Победа-2012» всячески препятствовали разного рода проблемы. А сегодня и вовсе работы не будут продолжены, пока подрядчику не доплатят разницу с учетом инфляции за прошедшие несколько лет. Действия председателя товарищества действительно не внушают доверия. То ли налицо мошенничество, то ли просто халатность и банальная профнепригодность. Устав терпеть, жители Сонта обратились в прокуратуру, но были неприятно удивлены, когда возбуждение уголовного дела собственникам отказали. С этим вопросом мы обратились к адвокату Павлу Стаценко. Дело в чем? Уголовно-процессуальное законодательство сегодняшний день сформировано таким образом, что следственному органу дается 30 дней на проверку. Если за 30 дней он не успел собрать доказательств, говорящих о наличии состава уголовного преступления, он обязан вынести отказ в возбуждении уголовного дела. Но при этом все мы понимаем, что 30 дней недостаточно для серьезной проверки и для соответствующих выводов в сложном экономическом деле. Поэтому, на практике происходит следующее. Следственный орган выносит постановление об отказе в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, потом просит прокурора об отмене данного постановления. Данное постановление отменяется, и процессуальная проверка проходит вновь. Таким образом, процессуальная проверка может доходить до нескольких месяцев, а то и лет. На моей практике встречались случаи, когда такая процессуальная проверка проходила на протяжении 2-3 лет. Пока жители товарищества вынуждены топиться по старинке дровами и углем. Удовольствие не из дешевых, но выхода нет. При этом большинство из проживающих на участках пенсионеры, которые не могут позволить себе дорогое электрическое оборудование. Из всей ситуации единственный плюс – беда сплотила. Но проблему это единство решить не может. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Городские власти Нерюнгри планируют решить проблему безнадзорных животных в ближайшее время. Какие механизмы будут реализованы и как обстоит ситуация на улицах в настоящее время, узнавали наши нерюнгринские коллеги. Однажды они были другом человека или даже полноценным членом семьи, но в один момент оказались никому не нужными, выброшенными на улицу и обреченными на недолгое голодное существование. Проблема безнадзорных животных остро стоит и в Нерюнгри. На текущий момент ситуация в рамках закона об обращении с безнадзорными животными решается с помощью пункта передержки. В настоящее время здесь, содержится 58 животных. Корм мы приобретаем самостоятельно. У нас заключена тоже есть договоренность на мясные продукты, на другие корма. В настоящее время мы занимаемся не заготовкой, а приобретением сена. Тоже есть поставщик. Это более такой материал, который будет согревать животных в зиму. Согласно закону, все отловленные животные попадают к ветеринарам, где получают необходимый осмотр, прививки и проходят процедуру стерилизации. Как отмечают специалисты, благодаря применению нового метода проведения таких операций, их количество за последние месяцы увеличилось втрое. Также ветеринарами в обязательном порядке проводится сканирование отловленных животных на наличие чипа, вживляемого домашним питомцам. С пунктом передержки мы работаем давно, со дня создания пункта передержки в городе Нерюнгри на основании 498 федерального закона о безнадзорных животных. Бывает, попадают собаки, видно, что домашние, но именно в лечебное учреждение по поводу востребованности домашних животных у нас сигналов не было. В настоящее время входит в силу закон о обязательном маркировании собак, но пока в силу не вступил, у нас на добровольной основе проводится чипирование домашних животных, но процент низкий. По действующим нормам закона, стерилизованные и маркированные собаки в обязательном порядке выпускаются в среду обитания, где они были отловлены. Сможет ли решить проблему строительства приюта, где животные могут содержаться более продолжительное время и, наконец, исчезнут с улиц городов и поселков района?
приют, я всегда говорю, что приют это, конечно, не панацея. То есть приют наполнится все равно через какое-то количество времени. Мы прекрасно понимаем, и я прекрасно понимаю, что в приюте должна вестись работа пропаганда среди людей, чтобы этих животных забирали домой. То есть вот такая вот цикличная работа. То есть приют будет, ну пусть объемом даже 500 голов мы сможем туда поселить, но год-два мы его наполним. Поэтому должна быть живая работа. Не только в приют только этих животных забрать, но и работа с населением. То есть это будет уже достаточно условие. Понятно, что пункт передержки это не та совершенно история, которая нам сегодня нужна. Это такая временная мера, не самая качественная. Действительно, мы это понимаем. Приют тоже будет на основании закона, на основании серьезных санитарных норм и так далее. То есть это будет уже такое серьезное мероприятие. Действительно, приют. Иван Лазаренко, Сергей Козюра, Нерюнгри. Не переключайтесь, мы продолжим после небольшой рекламы. Мы продолжаем подводить итоги недели. Сегодня, 15 октября, Международный день белой трости. В России этот день отмечают с 1987 года. Белая трость является символом слепоты. Сейчас надежными помощниками незрячих людей стали собаки-проводники. Их бесплатно передают тем, кто в этом нуждается. Для этого нужно пройти обследование у офтальмолога и обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Наш корреспондент Мария Кардашевская встретилась с Айталиной Мапуловой, которая в мае текущего года обрела верного помощника. «27-летняя Айталина Мапулова не видит с рождения. Несмотря на это, молодая женщина ведет активную жизнь, любит гулять в парке и ходить по магазинам. В этом ей помогает собака-проводник. Девушка говорит, что Хаби, так зовут собаку, успела стать ей хорошим другом и помощником. Какие-то препятствия, да, когда идешь вот в магазин, например, она останавливается, только нужно уметь вовремя тростью проверить, что там. Она мне подает предметы, ну в основном это трость или ключ, умеет сидеть, лежать по команде, стоять, обходить. Или вот когда она бывает загораживает мне путь, например, ну вот выход из комнаты, да, я ей рукой показываю и говорю: отойди, то есть она отходит. В сентябре Хаби исполнилось 2 года. Она любит сыр и крекеры. Когда на ней нету специальной шлейки с ручкой, она любит резвиться. Но как только на нее надевают шлейку, Хаби тут же становится серьезной и ответственной. Она знает, что теперь она не просто друг, а незаменимый помощник. Хозяйка отзывается о собаке с любовью, называет ее членом семьи. Она моя большая помощница, мои глаза. Она меня везде водит, в магазин, в парк, в сквер, в аптеку. На автобусе можно с такими собаками, но мы ходим пешком обычно с ней. А еще она очень хорошая нянька для маленьких детей. Хаби для девушки подготовила Российская школа подготовки собак-проводников. Эта старейшая школа работает еще с 1960 года. К подготовке собак там подходят со всей ответственностью. Хаби подбирали для будущей хозяйки задолго до их первой встречи. Девушки позвонили, поговорили и подобрали собаку, подходящую ей по темпераменту. Затем счастливая будущая хозяйка выехала за долгожданным другом в Москву. За ней поехали в мае этого года. 2 недели там проживали, обучали ее, приучали к хозяйке. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году, когда молодой британец Джеймс Бикс понял, что его черную трость не замечают прохожие, и перекрасил ее в белый цвет. С тех пор прошло 100 лет, и сейчас незаменимыми помощниками незрячих людей стали умные и надежные друзья человека. Айталина Мапулова от всей души желает каждому незрячему человеку обрести своего верного друга, своего Хаби. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Сообщество матерей и детей с ДЦП активно работает и помогает в лечении ребенка. Активистки запустили проект «Я дома», по которому в ноябре прошлого года приглашали врачей-реабилитологов из Казахстана. Специалисты на протяжении месяца работали с детьми и родителями. О проектах сообщества узнала Галина Чекурова. Виолетта Лазарева уже 2,5 года носит статус матери ребенка с диагнозом ДЦП. Она родила дочку, будучи на 30-й неделе. По ее словам, благодаря своему сильному характеру и работе с психологами, она быстро приняла факт, что ее ребенок с таким диагнозом, и сразу же начала лечение.
Диагноз мы узнали спустя где-то полгода после рождения. Приходил к нам невролог, проверял ее на все рефлексы, как обычно это делается. До этого нам ставили, возможно, говорили, что-то будет по физическому уровню, но конкретно нам не озвучивали, что это будет. Виолетта узнала о сообществе матерей детей с ДЦП случайно. Она рассказывает, что искала в интернете специальные ходунки. Решила написать девушке, которая их продавала, а та, в свою очередь, рассказала о существовании такого сообщества. Как отмечает сама Виолетта, создание проекта «Я дома» очень сильно облегчает жизнь родителей, а в первую очередь создает комфортные условия для лечения ребенка. Сама суть проекта подразумевает приглашение врачей, работающих с детьми с ДЦП. Нам это помогает в том, что мы можем не выезжать за пределы республики, не тратить свои, так скажем, физические силы, моральные, тем более финансовые какие-то средства. Когда ты уезжаешь, тебе надо снять квартиру. Нужно, если в квартире ничего нет, что-то приобрести туда. Это все очень затратно. И тем более не всегда бывает квартира рядом где-то с тем центром, где ты будешь проводить занятия. Как оказалось, родители таких детей сталкиваются с огромным количеством проблем, одним из которых является отсутствие детских садиков для особенных детей. Следующей задачей является создание мини-садика, который даст детям возможность социальной адаптации в обществе. Сообщество планирует продолжать работу по направлению сопровождения семей. Сообщество, у нас планы какие? Вот этот проект «Я дома» по приглашению специалистов, да, и есть мини-садик, да, для детей ДЦПшек. Еще есть такое рабочее сейчас название, называется «Тоддлер с мамой», да, то есть будем приглашать родителей, которым только поставили диагноз, и с ними будут работать уже мамочки опытные. Сообществу в этом благом деле помогает благотворительный фонд «Харасхал». С 4 октября открылся сбор средств для организации качественного лечения детей. На счет фонда организуется сбор как раз-таки, да, то есть сбор сейчас в рамках проекта идет не на личные счета родителей, а на наш счет. Фонд принял решение, что все ежемесячные платежи, у нас есть очень хорошая такая функция, называется подписка на добро, это ежемесячная подписка, и у вас просто с карточки снимается такая небольшая, удобная для вас сумма. И всю сумму с октября мы также направим на этот сбор. Также помощь оказывает благотворительный проект «СОС Дети». Стоит отметить, что сбор ведется только на проект «Я дома» по реабилитации детей. Остальные же проекты запускаются только силами и финансами родителей. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Труппа «Саха» Академического театра вернулась из гастрольной поездки, где открыла свой 117-й театральный сезон. Череда выездных спектаклей состоялась в рамках программы Российского министерства культуры «Большие гастроли». Якутский театр показал свои спектакли на знаменитых сценах обеих столиц, а также в главном городе Калмыкии. Как встретила столичная публика якутских артистов, узнала Анна Пшенникова. Большой гастрольный тур артисты Саха-театра посвятили сразу двум знаковым событиям – столетию республики и долгожданному выступлению на сцене легендарного малого театра, который по праву считают своей альма-матер. Поэтому нынешние большие гастроли получили поэтичное название «Учитель перед именем твоим». Выступали на сцене Александринки, а вы знаете, что выдающийся художник Геннадий Петрович Сотников обучил всех художников нашего театра. Это сцена... то есть театральный институт Санкт-Петербурга. А мы 6 поколений актеров, уже 70 лет, больше 70 лет учимся в школе малого театра. Спектакли вызвали у столичного зрителя неподдельный интерес. Залы во всех 3 городах были переполнены. Классические пьесы Шекспира, Айтматова и Пиранделла в трактовке якутских режиссеров показали привычные сюжеты с нового ракурса, вложили в них новые смыслы. И зрителю это понравилось. А история из жизни Крайнего Севера «Алитет уходит в горы» по пьесе Семушкина и вовсе вызвала восторг. Московская публика, конечно, встретила нас очень тепло, радушно, потому что все-таки тема Арктики – это сейчас актуальная самая тема, глобальная тема. И про малочисленных народов тоже для них было смотреть очень интересно. То есть этот простор, море, тундры, вот, то, что вот колорит такой. Помимо спектаклей, особое впечатление на московскую театральную общественность произвела церемония передачи роли короля Лира из одноименного спектакля Саха-театра. Знаменитый исполнитель роли, народный артист Якутии Ефим Степанов, воплощавший трагический образ на сцене в течение 25 лет, передал ее своему талантливому ученику Руслану Тараховскому.
Однако волнений по этому поводу у мэтра нет. У нас одна школа, одно понимание. Вот. Руслан Игоревич сам по себе, он же ведь еще помимо того, что он уже выступает как актер в роли Лира, так он же большой режиссер. Итак, 117-й театральный сезон открыт. Основной гастрольный тур закончен, однако впереди у Сахатеатра еще поездка в Мирнинский район, а якутского зрителя ждет встреча с Национальным театром Калмыкии, который даст первый спектакль в Якутске уже 14 октября в рамках программы «Большие гастроли». Анна Пшенникова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работала Кристина Якупова. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.